Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. 8 абитуриентов из Абхазии поступили в профильные вузы МЧС России. В рамках Дней культуры состоялся завершающий концерт госансамбля песни и танцы Южной Осетии «Симд». В новом районе столицы открылся детский развлекательный центр. В Москве состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния с главой МЧС России Александром Куренковым. Обсуждались конкретные параметры взаимодействия двух ведомств, в частности, по обеспечению безопасности туристов в течение курортного сезона. Глава спасательного ведомства Абхазии принимает участие в 14-м международном салоне «Комплексная безопасность-2023». Благодарю вас за участие в международном салоне «Комплексная безопасность-2023». За прошедшие годы между чрезвычайными ведомствами наших стран выстроилось тесное взаимодействие по ключевым направлениям сотрудничества. Отмечу, что содействие становлению Республики Абхазия, а также развитию ее социально-экономической сферы отражено в концепции внешней политики России, утвержденной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы всегда рады делиться с нашими друзьями имеющимся опытом и знаниями в области защиты от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В учебных заведениях МЧС России проходит обучение курсанта МЧС Абхазии. После выпуска они вернутся на родину и будут служить нашему общему делу помощи людям, попавшим в беду. Считаю, что очень важно продолжать работу по подготовке высококвалифицированных кадров МЧС Республики Абхазия. Российская Федерация с благодарностью относится к вкладу абхазской стороны в оказание поддержки Донецкой Народной, Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонских областей Российской Федерации. Абхазская сторона и руководство страны очень благодарны за ту поддержку, за то отношение, которое всегда оказывает Российская Федерация, в частности, межведомственные теплые отношения. Это играет, безусловно, огромную роль в развитии Министерства по чрезвычайной ситуации, потому что основные кадры мы получаем здесь, как вы правильно подчеркнули. Мы готовим здесь специалистов, которые в дальнейшем служат, выполняют свои задачи после такого полученного образования, опыта. На сегодняшний день этой традиции продолжается. И еще раз хочу поблагодарить за предоставленную возможность. Спасибо. И мы очень надеемся, что и в дальнейшем эти традиции, эти взаимодействия будут продолжены. Министр туризма Теймураз Хижба совершил рабочую поездку в Гагарский район в преддверии летнего туристического сезона и встретился с главой администрации города Пицунда Русланом Хунцария и директором объединения пансионатов «Курорт Пицунда» Фриканом Гунба. Теймураз Хижба проинспектировал городской пляж и Кипарисовую аллею Пицунды. В городе Гагра также проинспектировал пляж. Министр особо подчеркнула необходимость усиления работы спасательных пунктов. Кроме того, Теймураз Хижба осмотрел бальнеологический центр. Репортаж о рабочей поездке министра смотрите в нашей программе в понедельник, 5 июня. В этом году в профильные вузы МЧС России поступили 8 абитуриентов из Абхазии. Молодые люди успешно прошли сложные вступительные испытания и совсем скоро отправятся к месту учебы. Все подробности в материале пресс-службы МЧС. В МЧС Республики закончилась пора вступительных экзаменов. В профильные вузы МЧС России поступили 8 абитуриентов из Абхазии, 4 в Академию государственной противопожарной защиты и 4 в Академию гражданской защиты. Согласно соглашению между двумя спасательными ведомствами, абхазские курсанты обучаются в вузах МЧС России с 2011 года. Экзаменационный марафон начинается с психологического тестирования. Затем абитуриенты сдают нормативы по физической подготовке и экзамены по русскому языку, физике и математике. Полученные результаты суммируются, и на их основе определяется, кто в дальнейшем направится на учебу в Москву.
По просьбе руководства МЧС для проведения экзаменов Министерство просвещения и языковой политики Абхазии определяет профильных преподавателей на соответствующие дисциплины. По словам главы спасательного ведомства Льва Квициния, министерство не заинтересовано в формальном количестве выпускников, а ждет образованных офицеров, способных решать поставленные задачи. В противном случае нерадивых курсантов будут отчислять, тем более, что 5 курсантов уже отчислили, 4 первокурсников и 1 второкурсника. Есть некоторые моменты, когда сами курсанты не особо заинтересованы, не стараются. Курсанты относятся так небрежно, они просто начали игнорировать. Какому преподавателю, кому это понравится. Министр, однако, подчеркнул, что подобные случаи скорее исключения, и основная часть наших ребят проявляет себя с положительной стороны. Вот и нынешним поступившим абитуриентам Лев Квициния пожелал успехов в учебе и выразил уверенность в том, что выбранная ими профессия станет делом всей жизни. Вечером 1 июня спасатели МЧС Абхазии в акватории Сухума извлекли из моря тело утонувшей гражданки республики 1981 года рождения. Сообщает пресс-служба ведомства. Тело обнаружили местные рыбаки и сообщили об этом спасателям. Причины трагедии устанавливаются. Коллектив Министерства по налогам и сборам выражает глубокие соболезнования родным и близким по случаю скоропостижной смерти начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Тхварчалскому району Джона Шарвановича Аршба. Джон Аршба более 30 лет проработал в налоговой службе в городе Тхварчал на разных должностях. К другим новостям. Делегация Генпрокуратуры Абхазии приняла участие в российско-абхазском семинаре, который прошел 1 июня в Москве. Семинар посвящался вопросам применения современных информационных технологий в работе органов прокуратуры и противодействии киберпреступности и проходил в рамках сотрудничества Генеральных прокуратур Абхазии и России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудники управления госавтоинспекции провели рейдовое профилактическое мероприятие в Очимчирском районе. Подробности в материале пресс-службы МВД. Полковник, личный состав управления ГАИ для проведения профилактических мероприятий построен. Доложил майор милиции Курасова. Вольно! Вольно! Сотрудники УГАИ МВД Республики Абхазия провели рейдовое профилактическое мероприятие в Очимчирском районе. В ходе построения в Рио начальника ГАИ Лоу Иналыпа поставил основные цели и задачи личному составу. Иналыпа поручил делать упор также на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся в сфере административных правонарушениях в законе и предостерегать водителей от управления автомобильным средством в нетрезвом состоянии. Попутно начальник УГАИ проверил работу стационарных постов в районе Мачары и Кодора. По Гуническому району происшествий нет. Доклад начальника Гунического района подполковник. Вольно! Вольно! Рейд начали у Тамышского поста. Сотрудники ориентированы на управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Особое внимание уделяется водителям маршрутных такси и автобусов ввиду постоянных жалоб граждан. Тщательно проверяют водителей большегрузных машин. В течение 2 недель Управление госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия проводило профилактические мероприятия в Гудаутском районе. В настоящее время профилактические мероприятия проводятся в Очимчирском районе Республики Абхазия. Выявляются водители транспортных средств, пребывающих в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Задействован врач-лаборант, который может на месте определить с помощью экспресс-тестов пребывание в состоянии наркотического опьянения. Еще раз напоминаю нашим уважаемым гражданам, что водители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения, будут лишены водительского удостоверения сроком на полгода и подвергнуты административному штрафу 30 тысяч рублей. Профилактическое мероприятие проводили до поздней ночи. Поток машин в восточной стороне республики значительно меньше, чем в западной. Вместе с тем сотрудники составили 189 протоколов об административных правонарушениях, согласно которым некоторые водители продолжают вождение в нетрезвом состоянии, пренебрегают нормами тонирования автостекол, нарушают правила, совершают движение без ремня безопасности. Последних выявлено 47 человек.
В ходе профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия, было выявлено 8 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Данные водители лишены права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев и подвергнуты административному взысканию в размере 30 тысяч рублей. С 29 мая по в настоящее время сотрудниками Управления госавтоинспекции выявлено 37 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Все водители лишены права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев и подвергнуты административному взысканию в размере 30 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия, как отметил в Рио начальник ГАИ Лоуи Налыпа, сотрудники продолжат далее. Наша задача – спасти как можно больше жизни наших граждан и минимизировать нарушения ПДД, подчеркнул и Налыпа. Торгово-промышленные палаты Абхазии и города Бурсы Турецкой Республики подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, экспортно-импортный потенциал Абхазии, а также возможный обмен опытом. Бурса славится текстильной индустрией, развитой автомобильной и тяжелой промышленностью. ТПП Бурсы является крупнейшей торгово-промышленной палатой Турции. В нее входят более 55 тысяч предприятий, большинство из которых предприятия малого и среднего бизнеса. Президент ТПП Абхазии Тамила Мирсхулава находится в Турции в рабочей поездке. Дни культуры Южной Осетии в Абхазии завершились выступлением в филармонии госансамбля песни и танца «Симд». Концерт стал ярким событием в культурной жизни республики. На то, как приняли артистов абхазские зрители, еще одно доказательство братской связи двух народов. Репортаж Азины Ханагуа. Бурными аплодисментами и овациями зал приветствовал каждый номер коллектива государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд». Концерт стал настоящим творческим праздником. Ансамбль поразил ярким эмоциональным исполнением и красивыми костюмами. Зрители смогли насладиться изысканными танцевальными номерами, песнями и музыкой. Древний танец «Симд» – культурная визитная карточка осетинского народа. Это постановка, в которой пересекаются прошлое и будущее Алании. В одном танце можно почувствовать дух народа Осетии. На сцену вместе с танцорами из Южной Осетии вышли солисты абхазского государственного ансамбля «Кавказ». Ансамбль представил богатую программу. Помимо «Симда» на суд зрителей были представлены хонга-кафт, иран-кафт, адыгский, горский, девичий, чеченский, аланский и другие танцы народов Кавказа. Приятным сюрпризом для зрителей стал абхазский танец в исполнении «Симда». «Симд» – ансамбль, который пользуется огромной популярностью среди ценителей народной музыки и танцев. Он основан в далеком 1936 году. И с тех пор его творчество распространилось далеко за пределы Южной Осетии, даря зрителям и слушателям незабываемые впечатления. У нас, можно сказать, что молодой состав, новый процентов на 70. Все артисты работают с желанием развиваться, мы им всем помогаем. Если кто-то чему-то где-то не доучился, мы с радостью показываем. Самое главное, чтобы молодые артисты росли и укреплялись. Очень хочется пожелать процветания как человек из сферы культуры, процветания в сфере культуры. Я знаком здесь с многими своими коллегами. Мне бывает радостно и приятно с ними пообщаться. Сейчас тоже приехали, трепетно друг к другу отнеслись, поделились немного профессионализмом. И это всегда очень приятно. Никого не оставил равнодушным и великолепный хор госансамбля. В его исполнении прозвучала абхазская песня «Рица».
Также на сцене выступили артисты Иван Убекоев и Марта Харебова, которая исполнила песню «Хиблы Мукба Сепшса Сапсанра». Ансамбль песни и танца «Симд» имени Галаева не впервые выступает в Абхазии. Каждый их концерт проходит при полном аншлаге. И на этот раз зал был переполнен. Артисты высказывали слова благодарности за теплый прием и выразили желание вернуться в республику еще не раз. Приезжаю я, знаете, Абхазии было 5 лет независимости. Я помню Ардзимба, этого красивого, потрясающего человека. Огромный концерт был на стадионе. Первый раз я приехала тогда с коллективом. Была впечатлена, удивлена, что вообще на земле существует такая республика, где осетин очень любят, как собственных братьев и сестер. А потом, когда приехала домой, спросила отца. Оказывается, отец говорит: запомни навсегда, это наш самый близкий, родной, братский народ. И уже стала интересоваться историей, стала интересоваться творчеством, музыкой. А после этого, наверное, Бог сам велел. И ездила очень много, и концертов было много, и друзей очень много. И когда приезжаю сюда и перехожу реку Псов, я вздыхаю громко и говорю: здравствуй, моя вторая любимая родина. С 2011 года у нас было много поездок в Абхазию. И всегда вот с каждым годом я не перестаю удивляться красотой этих гор, этого моря. Мы знаем, что здесь у нас не просто братья, а братья вообще по судьбе, по морали, по душе, во всем. Братское отношение чувствуется во всем. С первого разговора, если вот ходишь по улицам Сухума, и встречаешь людей, и узнают тебя, что ты осетин, они, в общем, лицо меняется у них, короче, и чувствуется это. Наши старшие, они нам всегда говорили, что на Кавказе у нас все братья, а особенность это абхазцы. Это сдайте и передавайте своим маленьким. Концерт стал ярким событием в культурной жизни Абхазии. А то, как приняли артистов абхазские зрители, еще одно доказательство братской связи двух народов. Сегодня хочу просто высказать слова восхищения вам всем. Хочу сказать огромное спасибо вам, огромное спасибо коллективу театра за 2 дня, которые вы нам подарили, за 2 дня великолепных эмоций, великолепных чувств, красоты. И я просто хочу сказать, что эти 2 дня сделали наши народы еще ближе друг к другу. Огромное вам за это спасибо. Хочу сказать огромное спасибо нашей уважаемой Радмиле Филипповне, Радмила Филипповна. Я верю, я знаю, что благодаря вам, благодаря всем, наши отношения Абхазии и Южной Осетии, наших 2 братских народов, посредством культуры станут еще ближе, еще теплее и еще насыщеннее. Огромное вам спасибо. Спасибо, Абхазия. Спасибо за теплоту ваших сердец, за вашу искренность, за ваше гостеприимство. Спасибо нашему театру, который вчера блестяще представил постановку «Черная бурка» на сцене Национального театра Абхазии.
Указом президента Аслана Бжани министр культуры Южной Осетии Радмила Дзагоева удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». Почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» удостоена эстрадная певица Марта Харебова, танцор Инал Биченов, руководитель оркестра ансамбля «Симд» Эльбрус Ходов, актриса Альбина Хугаева, актер Сослан Хасиев и наша соотечественница, танцовщица Арифа Сангуля. Шазина Ханагу, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 20 июня в Государственном Кремлевском дворце в сопровождении друзей выступит народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Об этом сообщает Апснопресс со ссылкой на сайт Кремлевского дворца. Певица представит публике новую программу «Опера, джаз, кино», включающую в себя как мировые оперные шедевры и джазовые стандарты, так и культовые песни российского и зарубежного кинематографа. В концерте также примут участие звезды классики, джаза и эстрады. Народная артистка России Лариса Долина, ведущий солист Большого театра, известный оперный певец Игорь Головатенко, участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Мирьям Мирабова, певец, композитор и телеведущий Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие артисты. В новом районе столицы открылся детский развлекательный центр «Трон Кид». Здесь есть все, чтобы сделать праздник незабываемым, а времяпрепровождение приятным. В новом детском центре побывала Сария Кварцхелия. Ребенку сложно усидеть на месте. Его жизнь протекает медленно, в отличие от взрослого ритма. Дети хотят познать мир, веселиться, обмениваться эмоциями, общаться со своими сверстниками. Теперь и у детишек нового района есть такая возможность. Об этом позаботились молодые, но уже перспективные предприниматели Даур Шамба и Дэвид Гогия. Наша детская называется Tron Kids. Это приурочено к видеоигре. Получается, у нас есть компьютерная, все пошло с компьютерной. Позже открылась кальянная. И вот на сегодняшний день вот у нас открылся детский центр. А я считаю, что новому району это было очень необходимо, так как детские центры находятся в городской части и очень тяжело добираться как бы и на машине, и без машины. А здесь вот в парковой зоне они могут спокойно пройти с домов и прийти к нам. Здесь есть все для того, чтобы сделать праздник незабываемым, а времяпровождение приятным. Детям не придется скучать. В их распоряжении огромный бассейн с шариками, горки, батут, детская кухня, настольные игры и многое другое, что приведет маленьких гостей в восторг. Как минимум, те люди, которые знакомы, наши знакомые, то есть те люди, которыми мы знакомы, мы с ними общались, и они реально говорят о том, что есть проблема того, что некуда пойти с ребенком в плохую погоду, например, в холодное время года. И то есть, когда мы даже приходили, проводили кое-какой соцопрос, и прям много кто говорил о том, что не хватает чего-то для детей. И они тоже в какой-то степени повлияли на то, что это все появилось здесь. По профессии Даур юрист, Дэвид экономист. Однако вместе они спроектировали настоящую космокомнату. Игровое помещение в космическом стиле. Главное было создать ощущение, будто находишься на борту корабля, который уже находится в открытом космосе. Мне все понравилось. Очень интересно. Ты здесь живешь в новом районе? Да. А где вы до этого игрались? В Лионе или в Мамбо. Мы хотели, чтобы что-то близко было здесь. Горка, батуты, качели, бассейн с шариками. Все очень интересно. Мне понравилась горка, вон та, с которой там светится все. Ты с детками игралась? Да. А что еще понравилось? Мне еще понравилось бассейн с шариками. Здесь детки могут не только повеселиться, но и при необходимости подкрепиться. Есть кухня, 40 посадочных мест. В детском центре Tron Kids одновременно можно отпраздновать 2 дня рождения. Есть няня, которая будет следить за всеми детьми. Счастливые дети, довольные родители, определенно отличный старт. Правда, молодцы, здорово, что организовали. Это неотъемлемая часть для деток. Я думаю, что родители ждали это заведение больше, чем дети. Молодцы. Удачи, ребята. Мы, если честно, очень рады, что появился такой центр. Мы очень долго этого ждали. Надеюсь, что и будет уже где отмечать день рождения. Будем почаще приходить.
Детский развлекательный центр «Трон Kids» – это в первую очередь комната для праздников не только для детишек нового района, но и всех желающих. Расположен он по адресу 30 сентября, 1А. Сария Кварцхеля, Асида Малия, Лилиян Маршан, Абхазское телевидение. В рамках открытой 16-й республиканской спартакиады школьников завершились финальные игры по второму виду спорта волейболу. В соревнованиях приняли участие 7 команд девочек и 8 команд мальчиков из разных районов республики. О том, кто победил, расскажет Адиса Сагария. Спартакиада школьников по волейболу – очень зрелищное мероприятие, которое собирает огромное количество любителей этого вида спорта, вызывает повышенный зрительский интерес к телевизионной аудитории. Соревнования прошли в детско-юношеской спортивной школе Сухума. Этот турнир, конечно, очень интересный. Он особенно интересен выдался у ребят. А про девочек могу сказать, что вот как бы сравнивая с прошлыми годами, хочется отметить уровень гулерипской команды, что она подтянулась. Ну, как бы Сухум, Гагра, Гудаут – это всегда ведущие команды. И очень приятно было видеть Ткварчал в четверке сильнейших. Что касается мальчиков, то здесь, конечно, все неоднозначно. У Сухума очень сложная группа попалась. Все команды сильные. И Ачимчира, чемпион нынешнего года, и Гагра очень сильная, и Гал. Гал просто удивил. Юные спортсмены в течение 3 дней боролись за победу. В финале со счетом 3-2 в упорной борьбе победила команда девочек из Гагры. 2-е место у Сухума и 3-е у Гудауты. Среди мальчиков на 1-м месте команда из Ачимчиры, на 2-м Сухум и 3-е место у Гудауты. Были, конечно, недочеты у нас в команде, но без этого тоже никуда. Считаю, что сильнейшим нашим соперником была команда Ачимчира, которые за последние полгода очень хорошо даже подтянулись. Правда, еще новая команда ГАУ. За остальные игры тоже, думаю, будет все хорошо, все пройдет красиво, что в плане волейбола, что и других видов спорта. Команды, занявшие призовые места, награждены памятными кубками, дипломами и медалями. Следующий этап спартакиады – соревнования по стрельбе из лука. Они состоятся 3 июня. Адиса Сагария, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни 3 и 4 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов, температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.